Хусейн Исханов, полковник вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, депутат парламента второго созыва у нас на связи. Хусейн, маршал Духюек. Хусейн, есть данные о десятках миллионов комментариев, которые пропагандируют исламское государство для чеченского народа, носят антизападный характер. Для чего, по-твоему, создаются в нашем обществе фабрики троллей? Какие задачи у этих аккаунтов? Марша Довел, Шумасо, добрый вечер, кто по-русски говорит. Ну, на этот вопрос, с одной стороны, легко ответить, с другой стороны, очень сложно, потому что вот наши люди, чеченцы, играют огромную роль в этом деле. С другой стороны, я был свидетелем, как вот эта игра начиналась еще с 95-го года, с 4-го года, и когда именно радикализм навязывался нам мелкими шажками. Начинали сперва просто, ну, если кто помнит, вот у нас такое знаменитое было «Аллах Акбар», мы кричали во время войны. Это было для нас паролем. Паролем, что, например, на противоположной улице могли находиться русские с этой. Мы для того, чтобы перейти улицу, мы должны были быть уверены, что там наши стоят или наши там подразделения. И когда мы кричали «Аллах Акбар», те отвечали точно таким же позывным. И тогда мы по звуку, по акценту узнавали, чеченцы они или не чеченцы. Да? Очень легко было сделать. И очень много раз бывали случаи, когда русские пытались тоже кричать это слово «Аллаху Акбар», они вот так говорили, и понятно было, что это не наши. И потом потихонечку началось, ну, я понимаю, война всегда такая вещь, когда ты между жизнью и смертью находишься, естественно, ты всегда пытаешься быть рядом со Всевышним, да, там пытаешься призвать его на помощь, потому что тебе помочь некому, мамы, папы рядом нету, там никого другого нету, здесь ты и Всевышний. Это понятно, но вот используя вот эту карту, да, используя вот этот момент, когда чеченский народ оказался в тяжелейшей ситуации, вот эти арабские, там я знаю точно, что братья-мусульмане из Египта, такая организация есть, они пытались финансировать эти дела. Потом приезжали к нам разного рода эмиссары, приезжали даже люди, ну, вот Фатхи, например, да, как бы чеченец, он вроде бы, да, с одной стороны, с другой стороны, он пропагандировал у нас тоже радикализм в нашей республике. Он был связан с самыми крутыми радикалами, которые были на тот период на нашей территории. И вот на моих глазах происходил вот этот, ну, окучивание, что ли, Масхадова. Да? Масхадов был абсолютно светский человек, всю жизнь прослуживший в советской армии, и потом стал уже, вот как бы был начальником главного штаба перед войной до 1994 года, и уже будучи начальником главного штаба, ну, был кадровый военный полковник советской армии. И потом начали к нему приходить вот эти люди, рассказывать сказки разные, религии. Ну, причем в такой форме, да, вот чудотворной такой форме, да, вот, например, такой эпизод. На эмоции действует, да. Да, это было в городе Грозном, когда российские войска только заходили на территорию города. И вот я помню 2 раза приход одного человека, который огромное влияние оказал именно в религиозном плане на Масхадова, и который в эту войну, в начале самой войны сам сбежал, сейчас находится в Турции. И вот подразделение, которое он там якобы командовал, он приходит и рассказывает Масхадову, как вот эти его муджахеды, первый раз слышал это слово, тогда до этого вообще не встречал слово муджахеды, мне это никак не интересно было. И он говорит, вот, ну так рассказывает, да, и такое у меня, такое, как у художника сразу такой в голове образ нарисовался, да, как вот, например, здание, да, там танки стреляют в это здание, идет разрушение, пыль, там огонь, все это такое, все это дым, клубы дыма, и оттуда потом выскакивают эти муджахиды, и с криком «Аллаху Акбар» стреляют в эти гранатометами в танки, и танки горят, как спички, спичные коробки. Вот такие рассказы. Со второго прихода, да, он уже... Я помню, как Масхадов мне сказал, когда этот человек ушел,
теперь я знаю, на какой основе мы построим армию после войны. Вот. Мгм. А потом уже потихонечку началось, и уже дело, когда окончание войны произошло, после 6 августа, я был тоже, ну, во всех этих делах, конечно, задействован, и мы были в Новых Атагах. И тогда я помню, как уже после гибели Жихара Дудаева, исполняющий обязанности президента Зелимхан Яндарбиев, там подписал указ о введении шариатских судов. Я видел М. суданскую конституцию шариатскую из Мгм. Судана привезли, М. перевели. Ну, это ужасная, конечно, конституция, как-то брошюрка, да, не конституция, а шариатское уголовное право. То есть это был популизм. Популизм для того, чтобы прийти к власти после войны, потому что начиналась предвыборная кампания, уже должна была начаться после войны. И вот надо было на какой-то волне. Какая волна? Лучше, естественно, на религиозной волне, особенно после такой кровопролитной войны, легко прийти к власти, потому что люди все, им легко внушить, что вот с помощью Всевышнего мы победили, все такое, В пятое. отчаянии, да. Да. Вот. Мгм. А потом М. все Ну это вот, перешло уже в интернет. а потом уже не то чтобы это перешло потом уже во власть. Это было первое М. такое серьезное нарушение нашей Конституции. Мгм. Потому что президент не имеет права принимать никакие указы, да, никакие конституции, никакие шариатские законы или менять Конституцию. Это не право президента. Мгм. Это делает парламент, там огромная работа Мгм. для того, чтобы любой закон принять. Законодательный орган у нас парламент, а не президент. Поэтому это было нарушение Конституции. Потом Мгм. создали шариатские суды, квазишариатские суды, я должен сказать. И потом потихоньку, шаг за шагом начали радикализировать наше общество. Потом Мгм. эти шариатские суды, мы помним, чем они там занимались, и уже отвратили народ от нашей Мгм. власти. Вот, Сэм, вот известно, что имидж — это своеобразный человеческий образ, который включает в себя умение не только одеться, но и общаться, искусство правильно говорить, правильно слушать. Эти качества были заложены предками чеченцев в наш национальный кодекс. И расскажи, пожалуйста, про вред, наносимый имиджу чеченского народа фабрикой троллей в наше время, радикальными проповедниками и другими невольными, скажем так, соучастниками Кремля. Ну, здесь в Европе особенно заметно. Если дома, например, это не будет не так заметно, потому что все подвержены вот этому влиянию, ну, такого другого сорта радикализма, да, суфизма, там есть несколько сортов или делений этого религиозного направления. Дома суфизм, там здесь гуляет салафизм, и дома ты, когда находишься под постоянным прессом вот этого радикального, ну, в каком-то плане тоже радикально в другую сторону. Ну, например, 1500 мечетей, да, говорят о том, что это серьезная сила, да, которая там давит на народ. 300 вот этих учебных заведений, религиозных заведений Мгм. построено, и всего построено 500 общеобразовательных школ. Вот когда Мгм. ты эти вещи сравниваешь, ты понимаешь, какой акцент делает власть, московская, кремлевская власть, и какое давление оказывает, и через что оказывает на чеченский народ. Здесь же, в Европе, молодежь имеет больше как бы, влияние, да, со стороны, например, разных радикальных группировок, потому что здесь безопасно э, Мгм. пудрить мозги молодежи, ты можешь что угодно говорить, любой длинный Мгм. бороды носить и так далее. И они, начиная с детского возраста, вот эту молодежь хватает и ведут ее то в Сирию, как мы видели, да, там сколько молодежи отсюда из Австрии даже погибло, там ушли, погибли, абсолютно ни за что, ни про что, потому что была пропаганда. А эта пропаганда, в свою очередь, не была на ровном месте. Эта пропаганда, именно сирийская, да, была для того, чтобы приостановить сопротивление в нашей республике. В конечном итоге мы помним же, чем закончилось сопротивление, да, даже Эмирата Кавказ, который Док Умар провозгласил, закончилось последним эмиром, которого они поставили, который сделал байат вот этому Багдади. То есть он поставил огромную жирную точку на нашей независимости, что Док Умаров и его вот эти последователи. То есть мировое сообщество, да,
такие вещи, с одной стороны, не прощает, да? С другой стороны, мировому сообществу не нужны эти, ну как сказать, вот эти угрозы, да, от какого-то маленького народа, Мгм. большие угрозы, потому что, насколько я знаю, нас в Европе, вот я слышал от очень компетентных людей, что нас боятся, чеченцев именно боятся. Не в том смысле, что мы такие там деремся сильно, а в том, что уже создали имидж, что мы можем Да. подло поступить, да, как было с отрезанной головой. Да. Мгм. Да, это делает такой очень плохой имидж. И вот эти, например, ну, я люблю вот называть имена, там, не пытаясь лавировать. Например, вот раскрутка самого Кадырова, да, которого назначили там, кремлевская власть. Ну, он там сидел бы, его бы никто не знал, если бы вот эти фабрика троллей, которые находятся в Европе, не стала бы каждый раз, каждый чих Кадырова комментировать. То есть его подняли искусственно, раздули, да, как мыльный пузырь до таких размеров, что за ним спрятались военные преступления Путина, сам Путин прячется за Кадыровым, потому что все время придет Кадыров, сейчас появился Алаудинов. Вот эта фабрика троллей создает такой имидж чеченскому народу, что он уже смирился с оккупацией, что он там с удовольствием воюет в Украине против украинцев, да, которые ничего нам абсолютно не сделали, кроме добра. И, вот, и я не знаю, как с этим бороться. До тех пор, пока мы, чеченцы, нормальные, здравомыслящие чеченцы, не поймем, что у нас нет другого пути развития или нет другого пути, ну, как общения, кроме создания демократического государства. Нам надо создать демократическое общество, надо гражданское общество для того, чтобы люди могли защитить себя хотя бы словом. Сегодня люди боятся слова сказать, боятся просто вот как мы с тобой сидим, показать лицо и что-то сказать. Ну, я и раньше говорил, да, героем на войне стать очень тяжело. Это рискованно, это опасно. Ты должен взять там или гранатомет, или автомат, пойти куда-то стрелять и среди товарищей показать свое мужество, героизм. Сегодня, да, героем стать очень легко. Просто надо сесть и сказать правду. И все. И ты становишься сразу известным героем, известным человеком. Зачем российские власти уничтожали чеченскую интеллигенцию и отстранили ее от принятия решений при чеченской власти в конце 90-х, в период независимости республики, которая объявила исламское государство в наиболее радикальном виде? Ее кредо с 96 года сводилось к следующему. Чеченская демократическая система хозяйства улучшению не подлежит, она должна быть срочно ликвидирована путем слома, поскольку неотвратимо катится к катастрофе, коллапсу из-за несоответствия исламу. Было такое вот? Но оно было, это же умышленно вот создается такой имидж народу, и потому что если нет интеллигенции, то ну, кто будет говорить? Это же интеллигенция показывает лицо народа, интеллигенция, умные люди, означает, что образованные, грамотные люди. Когда они не у власти, к власти приходят люди, которые ничего не умеют делать, да, только кроме что поломать что-то, украсть что-то и так далее. То есть эти люди не могут созидать. Созидают только умные люди, созидает только вот интеллигенция чистыми руками, у которого есть совесть, да. И не любой человек, ну, если он грамотный, образованный, это не обозначает, что он патриот. Да? Я видел много людей, которые чуть ли не академии заканчивали, но были такими подлецами, которые никуда не поставишь. А были люди, очень готовые свою жизнь отдать за этот народ и ничего для себя не имея. То есть здесь в этом плане тоже Россия имеет огромный опыт работы или принуждения, или оккупации, что ли, малых народов. И этот огромный опыт не только Советского Союза, опыт царской России, там еще каких-то периодов, они умеют манипулировать религиозными, там, духовными разными ценностями. Да? И поэтому они поняли, как надо с нами поступать правильно. Они поняли, что вот чеченцев другим путем нельзя взять. Там была же попытка в начале, да, когда мы объявили независимость,
была такая попытка дважды захватить, свергнуть Джохара Дудаева. Дважды отряды оппозиции, так называемой оппозиции, вооруженной русским оружием, пытались зайти, захватить власть. И я во втором случае сам участвовал в этом деле против этой оппозиции. Пришлось, я уже был тогда в главном штабе. И здесь, вот когда это не получилось у них свергнуть таким путем, они решили вести войска. Ввели войска, 2 года войны, и когда военным путем тоже не смогли ничего сделать, вот начались тогда вот эти вот религиозные движения, начался раскол среди чеченского общества, интеллигенцию убрали и радикализировали. На тот период очень сильно даже радикализировали наше общество уже к началу 99-го года. Да. Исторические устои нашего общества, базирующиеся на национальном характере, являются ярким примером демократического устройства чеченцев, и без сомнения это единственная форма существования нашего народа как в прошлом, так и в будущем. Какой видится роль чеченской интеллигенции в построении светлого будущего нашего народа? И для чего вообще нужно пытаться возродить, для чего необходимо возродить чеченскую интеллигенцию? Ну, я вообще на это смотрю как бы с другой стороны. Да? Я смотрю, что это не очень-то трудно сделать. Мы имеем опыт людей, опыт наших соседей Грузии, да, когда Саакашвили собрал всю грузинскую интеллигенцию, собрал людей, которые закончили по 1, 2, 3 университета в разных странах, Соединенных Штатах, европейских государствах, и привезли их домой, пригласили домой. Я был в 2009 году в Грузии, разговаривал с депутатами парламента, и все фактически депутаты парламента, там самый, наверное, старший был 32 года. То есть это была очень высокообразованная молодежь, говорящая на разных языках. Для меня сейчас это не так, как бы чудо какое-то, да, когда люди говорят на других языках, а вот тот период, когда в 98-99 году, когда ты слышишь чужую речь, да, иностранную речь, для всех даже в школе, если мы даже ходили на какие-то уроки, то мы учили этот иностранный язык, ну просто чтобы поставили отметку, потому что в Советском Союзе ты был за железным занавесом, и этот язык Поэтому здесь вот эта Грузия вперед, конечно, ушла далеко вперед нас, сегодня пробуксовывает, но все равно у них есть большие перспективы, они свободные. А нам это предстоит сделать. У нас в Европе растет очень много грамотной, высоко такой грамотной профессионалов, молодежи, на которую мы должны обратить внимание. Мы должны дать дорогу этим людям. Вот они наше будущее, не мы, которые уже как бы, да, мы можем помогать этим людям, указывать на ошибки, которые мы совершили, не пряча их, да, а открыто говоря, да, вот видите, мы здесь ошиблись, вы не должны туда наступать. Как мы детей учим, да? Если ребенок там вот тут споткнешься, туда не ходи, сюда ходи, вот так точно так же учат и политиков, учат в школах, учат в университетах, везде это жизненный и опыт, человеческий опыт, который надо передавать подрастающему поколению. Вот тогда у нас, когда появится вот эта интеллигенция, а она может появиться только на основе демократии, да, демократического как бы, да, вот, образа и мышления, государственного образа мышления. Вот, когда вот эти люди появятся у нас, они появятся, они есть в принципе, но вот на сегодняшний день единственное, то, что я вижу, да, вот этот тормоз, это страх. Пока страх, потому что родители ездят домой, дома родственники, там тех напрягают, этих напрягают. Поэтому людям, конечно же, не хочется, чтобы их родственники подверглись каким-то стязаниям, там, не знаю, каким-то унижениям. Поэтому все держатся. Ну, как рухнет Россия, вот Путин рухнет, и вся эта пирамида, естественно, за ним рухнет. И тогда я думаю, что вся эта молодежь хлынет, да, в политику. Но мы должны, как первооткрыватели, проходцы, что ли, создать им условия, создать вот эту демократическую платформу, на которую они уже могут прийти и дальше оттуда стартовать. Вот такое мое видение этого дела. Баркал за такие обнадеживающие примеры, Хусейн.
И мог бы ты сказать что-нибудь об основных игроках, формирующих политическую повестку в чеченской среде? Как формируется вообще политическая повестка в чеченском обществе? Ну, к сожалению, да, такому печальному моему сожалению, с политикой у нас, ну, очень плохо. Потому что на сегодняшний день все те, кто претендует быть политиками или называться таковыми, или претендует быть отцами народа и так далее, это они, кто в лес, кто под дрова. То есть нет определенной целенаправленной политики на деоккупацию нашего государства, а она может быть только на демократической основе и соблюдением всех законов и Конституции в первую очередь, да, Мгм. которые игнорируют все буквально подряд. Если мы начнем уважать свою Конституцию, это первое, что все политики должны сделать, и на основе вот этой Конституции, если возможно только какая-то коалиция или там что-то такое подобное, да, только на основе Конституции. Другого, не знаю, дружбы там или вот все пытаются сказать, что у нас раскол. Мы не можем объединиться, если один тянет в халифат, другой в имарат, другой еще куда-то, да, в пропасть. Мы на такие вещи не можем пойти. Я как депутат парламента, например, пытаюсь сохранить эту Конституцию целой и невредимой, какой мы ее Мгм. получили. Мы, к сожалению, тоже получили Конституцию неправильную, оказывается. Оказывается, от нас скрыли, что статья 4 Конституции о религии, да, она была изменена 2 раза. И причем 2 раза одинаковые формулировки, и 2 раза незаконно, и 2 раза без кворума. То есть это было Мгм. при Ахмадове, президенте, и при Идигове, Мгм. председателе парламента. Вернее. В обоих случаях это были незаконные изменения Конституции. На тот период мы как-то не очень обращали на эти вещи внимание, да, потому что послевоенный период, там, Да, не до буквально этого от было. войны до войны там вообще мало Да-да. времени, там даже не полные 2 года. Вот пока мы там пытались как-то выжить, да, уже была подложена мина. Вот эта мина до сих пор стреляет, до сих пор. После этой мины Мгм. Масхадову удалось, ну не удалось, его заставили, да, привести полное шариатское правление, ввести в стране в 1999 году. Я был против этого, есть видео, где я об этом говорю, еще в те времена, в М. 1999 году. Вот, и было вот эти шариатские суды, это буквально незаконно, именно противоречит Конституции. А все, что противоречит Конституции, опять закон наш говорит, то это незаконно. Вот, М. вот такая коллизия там Мгм. получается. И просто мы должны не то чтобы уважать, а именно заставить уважать закон. Заставить. Мгм. Живя вот в этой Европе, да, любые вот эти люди, о которых мы говорим, те, кто пытается поднять ичкерийский флаг выше неба, эти люди в первую очередь должны задуматься о том, нарушают ли они Конституцию или не нарушают. А просто самовольно там принимать законы, например, этот Низам 2002 года, это Мгм. ужас просто. Если кто не читал, да, если вы почитаете Низам 2002 года, это просто кошмар. И я понимаю, что это Масхадов пытался в 2002 году, когда я тоже был дома в тот период, он пытался заставить людей объединиться хотя бы на чем-то, да, и воевать. Они не хотели воевать. Эти джамааты, эти руководители, эти амиры, там друг другу вообще Масхадову, как главнокомандующему, пытались не подчиняться. По этой причине мы, в принципе, проиграли эту войну. Мгм. Первая война была главный штаб, правительство, там президент у нас был, и все так как бы дружно защищали Родину. В этот же раз, в эту войну уже все, кто, как я раньше сказал, кто лез по дрова, Разобщенные были. Мгм. разобщенные были. Поэтому в дальнейшем так, да, вести политику просто нельзя. Это мировое сообщество очень сильно, особенно сейчас, смотрит. Вот я сегодня читал, что Габсбург, наш потомок вот этих Габсбургов, да, руководителя этой страны, австро-венгерской монархии, он заявил, что Россия должна быть уничтожена, ну, типа разделена, потому что это империя, она там
насильственно удерживают народы. Мгм. Мы готовы к этому? Вот вопрос возникает, готовы ли мы вот создать там демократическое общество, государство какое-то на демократической основе или нет? Или мы будем продолжать играть вот 99-й год, когда палками били людей, да, там шариатские суды какие-то расстреливали людей на улицах, не на улицах, в принципе, там якобы дискредитируя весь наш народ и правительство, вот занимались этим. Я думаю, что это умышленно делалось для того, чтобы дискредитировать Мгм. наше правительство и наше государство и наш народ. Баркал, большое спасибо, Хусейн, за сегодняшнюю познавательную, интересную беседу, несмотря на твой плотный график. Спасибо за всю работу, которую ты выполняешь ради нашего народа. Думаю, что мы еще не раз встретимся. Да, У нас еще есть много чего для обсуждения. Но на этом сегодня мы будем прощаемся. говорить, нам надо говорить, надо объяснять людям, именно не утаивая обо всех ошибках. Я вот на Фейсбуке смотрю, там, когда что-то кто-то критику пишет, о, это не говорите, это там кто-то увидит, услышит. Да пусть лучше увидит, услышит, и мы поймем, что мы ошиблись, чем мы будем повторять эти ошибки без конца,